Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Okay, Hartwig, don't forget that we're doing the translation still. Oh. Okay, Hartwig, can I translate a little bit? Oh. Hallelujah. Boy, this needs a lot of editing. I'm sorry, I'm not used to this. Привет, YouTube! Сегодня мы будем разбирать очень серьезные темы, будем говорить о самых важных и щепетильных вопросах этого мира. И сегодня у нас в гостях Хартвиг. Добро пожаловать! И сегодня наша тема, с которой мы хотели начать, это скандалы в христианском мире и то, как христиане должны непосредственно реагировать на те или иные события мира. Первый вопрос, с которого я бы хотела начать. В целом сейчас в мире происходят различные скандалы в разных частях мира. И как вообще мы, как христиане, должны реагировать на те или иные события мира? This is a big problem, and I think we should deal with this. And I'm very surprised, at least in my home country in Germany, that almost no one of the leadership is dealing with this kind of things. They try to ignore this whole thing, but we shouldn't ignore it because it's a very big thing on God's heart. Это, конечно, само по себе довольно удивительно. Во всяком случае, то, что Хартвиг говорит, происходит в Германии, такое ощущение, как будто служители центровые, можно так сказать, на которых смотрит вся страна, имеют какую-то своеобразную тенденцию игнорировать эти вопросы, связанные со всякого рода последними скандалами в христианском мире. Однозначно так быть не должно, потому что церковь как таковая, она занимает огромную часть в Божьем сердце. Это то, на что направлен Божий взгляд. I think we should be very careful with this subject because there is a danger talking about these things in a wrong way. Конечно, с этим тоже хотелось быть очень аккуратным, потому что существует опасность, что люди начнут в очень неправильном тоне говорить об этих вещах. There can be the chance that we just uplift ourselves and talk about all the bad things other people are doing so we can feel good about ourselves because of course we don't do these things. Конечно, тут можно впасть вот как раз-таки в некое такое внутреннее состояние, когда мы начинаем надмеваться, мы начинаем свысока обсуждать поведение тех или иных людей и позорить их, ну, по своей сути, своими разговорами, и чувствовать себя на их фоне очень прекрасно, потому что мы же такие молодцы, мы-то так не делаем, как вот эти люди. But avoiding this subject in total is not a good idea because we want to change and we want to find out what kind of helps we can get from God's word to prevent these things in future. Но в любом случае говорить об этом, конечно же, абсолютно необходимо. Именно с целью того, чтобы мы могли бы, обращаясь в Слово Божие, найти различные инструменты и ответы Божьи на то, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. I think a good start would be to try to see this whole problem from God's point of view. Во-первых, мне кажется, было бы для начала самым важным постараться посмотреть на все эти проблемы с Божьей точки зрения. And we try to find out why these scandals, why this misbehavior is a problem for God. Во-первых, почему мы должны понимать, это огромная проблема для Бога. Вот такое греховное поведение людей, которое встречается во всех этих скандалах. Bible says the reason for the existence of the church is for the glory of God. Бог говорит, вообще цель существования церкви как таковой – это для славы Божьей, чтобы то, что мы представляем собой как церковь, приносило славу Богу. And the Bible makes it very clear that by our sins we bring reproach unto God, or we give even the enemy an opportunity to blaspheme God. This is what the Bible says in several passages. И совершенно понятно, что Писание очень много говорит на эту тему, что когда мы начинаем грешить, мы начинаем делать вот такие страшные вещи, это позорит имя Христа. И по сути, как провозглашает Писание в различных отрывках, это дает право врагам Бога богохульствовать. So if we ignore these misbehavior, these scandals, and don't deal with them in the way God says we should deal with them, we bring reproach unto his name, and we make it more difficult for the world to see the church as the answer. И посему, когда мы игнорируем подобную тему, мы, во-первых, ничего не делаем для того, чтобы череда вот таких вещей, она остановилась, и, по сути, мы даем тогда вот такую очень неправильную возможность для мира, или вообще отнимаем, наоборот, сказала бы я так, возможность у мира увидеть, что именно церковь является ответом на разные вопросы, которые в этом мире существуют. We find clear instructions in the Word of God
how to judge sin of our brothers, how sin must be dealt with in the church. And I find, at least when I look at Germany, in many cases it's not done, and they just try to sweep it under the rug and ignore it. Более того, Писание нам дает совершенно ясный подход к тому, как мы должны реагировать на греховное поведение наших братьев. То есть там есть конкретные шаги, которые должны быть сделаны в свете Писания. Но, к своему сожалению, я тоже замечаю, что очень редко, когда к греховному поведению людей применяются именно библейские принципы, большинство людей как будто бы стремится это скорее замести под ковер. We need to talk about these things, and we need to understand what the Bible says about it. Нам очень важно об этих важных вопросах говорить, и важно понимать в свете Писания, как на это правильно реагировать. And since I have a burden for the church to become the true church, the bride of Christ, I was very much affected by the latest scandal which happened by the end of the year, which turned to the surface by the end of the year concerning IHOP. Я должен сказать, что потому что у меня в сердце есть это бремя за церковь, я хотел бы видеть церковь, чтобы она была славной, чтобы она преображалась в подлинную невесту Христа. Конечно, вот этот последний скандал, который вышел наружу в конце прошлого года, который связан был с Международным домом молитвы, конечно, это вещь, которая очень сильно потрясает. So after this, all the facts came to the surface, and after much prayer, I decided to do a video about this, to give my comment on this. And I was surprised to find out, someone made me aware of this. I found out that I'm the only one in Germany who makes this a topic. После того, как различные факты всплыли, они были обнародованы, и после молитвы по этому поводу я решил записать видео на немецком языке касательно всей этой ситуации и нашего правильного ответа на это. Один человек мне сообщил, что, в принципе, в немецкоговорящем мире я был единственным человеком, который решил сделать что-то подобное. And I don't want to point this out to brag about myself, but to point to the fact that the vast majority of leadership in our nation keeps quiet about it. They don't want to deal with this. И я говорю это к чему? Не потому, что я хотел бы похвастаться там чем-то, но это фактическое доказательство того, что большие слои всякого рода руководителей в Германии, они просто хотят замалчивать какие-то вещи и не говорить об этом вообще. I walk with Jesus now for almost 50 years. Я живу с Иисусом последние лет 50. In the early years of my walk, we heard about scandals, pastors being divorced and running away with a secretary or worship leader. Конечно, даже в мои молодые христианские годы существовали тоже всевозможные скандалы, происходили какие-то ситуации, когда старшие служители, пасторы, там, они впадали в блуд, убегали вместе со своими любовницами, там, со служителем прославления и все прочее. But it seems to me that it takes place more often in recent years than in the old days. Но, честно сказать, создается такое впечатление, что в последнее время все эти скандалы участились. And I believe it has to do with the image of God that we produce by our teaching and preaching. Я думаю, что это напрямую связано с тем образом и пониманием Бога, которое мы создаем своими проповедями и учениями. And as far as I can see, we have little emphasis on a holy God who hates sin and who is punishing sin and who is affected by sin. This is not a thing that is very common. По моему мнению, это связано напрямую с тем, что вот этот аспект Божьего характера, что Бог свят, что Бог однозначно судит и наказывает грех. Наши грехи, они влияют на Бога и на Его сердце. О таких вещах сейчас не принято говорить. We are so much into the love of God and God, our loving Father, that we almost totally neglect what the Bible says about sin, how God sees sin, and in what way sin is affecting Him. This is ignored widely. Как будто бы, и это прекрасная тема, но, видимо, произошел какой-то перекос, когда мы столько много говорим о Божьей любви, о том, что Бог — это наш Отец, мы Его дети, и о всяких таких вещах, что вот именно другой аспект Божьего характера, о том, что такое грех, как грех влияет даже на самого Бога. Об этом пропорционально, это вообще неизмеримые сейчас вещи. And by this unbalanced teaching, many people get the idea sin is not a big deal. It's just normal. We're humans and it happens. Несбалансированного учения люди начинают игнорировать силу греха, они начинают игнорировать его сущность. Людям начинает казаться, что, в общем-то, ну что, мы все люди-человеки, мы просто грешим, ничего страшного. Like I heard one very prominent voice back in the States, he said, well, these things happen.
This is just Знаете, как я, например, normal. услышал одного очень известного проповедника, служителя, имеющего большой вес, который, просто руками развел и сказал, что поделаешь, всякое бывает. No, sin is not normal. Нет, мы не можем Jesus считать грех came нормальным. to deliver us from sin, not just the guilt of sin, but sin as a lifestyle. И мы This же is the понимаем, gospel. что суть Евангелия заключается в том, что Иисус пришел для того, чтобы избавить нас от власти греха, а не просто от чувства вины, которые вызвали наши прошлые или настоящие грехи. So I think we reap from the wrong messages that we gave over the last decades, and we have to Поэтому see the fruit of this. Я считаю, что мы просто сейчас реально пожинаем последствия несбалансированного обучения и проповеди, и мы просто сейчас видим плоды. And we need to come back to the true image of God that we find in Scripture, where there's a holy God who hates sin and is doing everything to keep us away from sin and to help us to live a holy life. И посему нам так важно, чтобы мы, во-первых, вернулись к библейскому посланию, к пониманию того, что Бог по-настоящему свят, что Бог ненавидит грех, что Бог хочет нас избавить от него. And for example, in my country, sanctification has almost become a bad word. Стоит признать, что, допустим, в немецкоговорящем мире слово освящение сейчас сделалось крайне непопулярным, как будто бы какое-то очень плохое слово. And people seem to see this necessary process of being changed into the attitude, the character of Christ. They seem this to be equal to legalism. Люди уравнивают процесс освящения, когда мы все должны преобразовываться в образ и подобие Христа. Люди приравнивают это к законничеству. And I see very little emphasis on the final outcome. The fruit of the gospel must be obedience to God from the heart. Опять-таки, в связи с этим, я не вижу, чтобы люди делали правильный, особенный акцент на том, что цель нашего обучения, цель всех наших проповедей, она должна приводить к конечному результату, который в Писании звучит как «любовь от чистого сердца». And it really concerns me to see how people, in what light manner they talk about divorce and remarriage, and even leaders, they continue in their position after they broke their marriage vow and live in adultery, and it just continues like И, конечно, normal. это потрясает и ужасает, когда ты видишь, насколько легко люди теперь используют слова развод, повторный брак. Очень часто это касается служителей. С ними ничего не происходит. Они продолжают дальше служить, несмотря на то, что там кто-то оказался неверным, кто-то оказался человеком, который нарушил клятву супружеской верности. So the way we look at sin, the way we evaluate sin must change dramatically if we want to change the situation. И, конечно, если мы хотим как-то исправить эту ситуацию, во-первых, мы должны самым радикальным образом изменить свое отношение к греху. If we don't believe in a holy God who hates sin, then it's just easy to accept sin and find it normal. But according to Scripture, it's not normal. Когда мы перестаем верить в святого Бога, у нас какой-то другой его образ, и мы перестаем понимать, что Бог свят, Он ненавидит грех, то, соответственно, грешить становится гораздо проще. Грех нормализуется в христианских кругах, а он никогда таким становиться не должен. Besides my teaching ministry, I also do one-on-one discipleship. And it amazes me every time how lightly people speak about their own sin. Помимо служения, учения, обучения, которым я занимаюсь, я консультирую людей и служу им в личных встречах. И я просто удивляюсь, насколько в современном христианском мире люди очень легко говорят о своих грехах. People can easily confess their sins, but it's just naming their sin, just telling what they did, but there's no repentance, there's no remorse, there's no, my goodness, this must stop, and how can I learn to live a pure И life? что я под этим имею в виду? Это не то, чтобы люди даже легко исповедуют свои грехи. Да, они стали их исповедовать намного легче, но такое ощущение, как будто бы ответственности и тяжести за свой грех эти люди не испытывают до такой степени. Ты не видишь часто ни сокрушения, ни сожаления, понимания, что я вообще натворил в своей жизни. The way we preach and teach about sin and God's nature, this is the key to change the whole atmosphere, to change the understanding which we find today in the churches. Я
И в самом деле считаю, что все начнется в плане правильного изменения внутри церкви, церковных кругов. Все начнется с перемены в том, чему мы учим и о чем проповедуем. Послание должно быть гораздо более сбалансированным. And we need to present a balanced message of grace, which includes that we are responsible before God. We have to give an answer for our deeds, for our lifestyle, and not just, oh, it's all forgiven and let's go on. Когда речь идет о понимании Божьей благодати, о том, что Бог милостив, оно должно уравновешиваться осознанием той внутренней ответственности личной, которую каждый из нас имеет, а не просто так, ну окей, все забыто, все покрыто и все хорошо. And people need to learn from the Bible through our messages that God is grieved over our sin, and the enemy has an opportunity to blaspheme God and to turn against God, say, this is your people, this is what salvation did, this is just a joke, it's not real. Я думаю, что должно прийти в церковь это осознание как раз-таки того, что своим грехом мы не просто позорим и лишаем Бога заслуженной славы, но мы позволяем врагам Христа богохульствовать. Это когда дьявол может повернуться к Богу и сказать: посмотри на твой народ, посмотри, спасение твое, да это шутка просто. So the answer is sincere Bible study, and then from Bible study to intimate knowledge out of experience with God. Все начинается с проповеди, начинается с того, чтобы люди по-настоящему изучали Писание, обратились к Писанию, а потом они бы в личных встречах с Богом могли бы по-настоящему это переживать. The level of maturity, the level of understanding who is God must be raised dramatically. Уровень зрелости христиан, он однозначно должен вырасти. To me, it's a scandal if a famous, well-known preacher in Germany says, since I stopped preaching about sin, the house is full. По мне так, это что-то совершенно скандальное, когда я, например, памятую слова одного известного немецкого служителя, который сказал: как только я прекратил проповедовать о грехе и упоминать об этом, все, Дом Божий полон у нас. And the even greater scandal for me is that his fellow pastors and leaders of the nation, they don't rise up and say, come on. А Think еще, about the stupid thing that you just said. You чем-то need to change. более ужасным, мне кажется, тот самый факт, что его сослужители, соработники, другие важные голоса в немецком христианском мире, это люди, которые почему-то не захотели в такой момент противостать ему и сказать: послушай, подумай над тем, что бы ты сказал, давай ты в этом покаешься. But instead he got praised for this wonderful message of love that he is representing, or presenting to his people and Но to the человек nation. получил просто кучу комплиментов о том, какое прекрасное послание любви он проповедует церкви и стране. When I read the Bible, New Testament, Paul speaks about the God that is testing our hearts. Когда я читаю Новый Завет, я понимаю, об этом пишет Павел, что Бог наш – это Бог, который испытывает человеческие сердца. God is interested in the attitude of our heart. He's interested in purity. He's interested in a true commitment and agreeing with him. And when he hates sin, he commands us to learn from him to hate sin as well and not take it lightly. Бог наш – это Бог, который заинтересован в нашем отношении. Бог наш заинтересован в том, что происходит в нашем сердце, куда наше сердце клонится. Бог заинтересован в чистоте нашего сердца. И более того, когда речь идет о ненависти к греху, которую Бог испытывает к греху, Он не ожидает, что мы как-то начнем легкомысленно к греху относиться чисто по-человечески, а что мы придем и научимся у Него тому же самому отношению. But until now I see very little emphasis on a holy God who takes sin serious and Но who expects us to agree with him and take sin serious. I see very little emphasis. на данный момент я нахожу, что крайне редко кто-то делает ударение на том, что Бог, Он ждет, что мы согласимся с Ним в Его отношении к греху, и мы не начнем относиться к этому легкомысленно, мы не будем продолжать относиться к этому легкомысленно. So having said all this, my conclusion is we just reap today what we have sown for decades. И подводя итог всему тому, что я сказал, мы просто сейчас пожинаем плоды того, о чем мы проповедовали последние несколько десятилетий. And if we want to have a better harvest and see real fruit, we need to change our message. Изменить послание, которое мы проповедуем. Not a healthy thing to preach about the unconditional love of God and neglecting this aspect that God hates sin and we are just rebellious against him and we need to have a change of heart.
It doesn't make sense. Лично мне не кажется это здравым, мне не кажется это нисколько правильным, когда мы налегаем, например, на безусловную Божью любовь, но мы игнорируем тот факт, что Бог хочет, чтобы мы были людьми, которые ищут Его святости и ненавидят грех. That would be the first point where the whole change must take place. The message about the nature of God and Поэтому- how He sees things, and that there's a need for us to agree with Him. Поэтому это как раз первый, самый тот важный пункт, что мы должны прийти к такому пониманию, что нам надо учиться соглашаться с Богом, иметь сбалансированное понимание о том, кто Он такой. А если мы как раз-таки разграничим нашу ответственность судить какие-то вещи, чтобы это не перешло в момент того, что мы просто осуждаем, то есть о каких событиях мы можем судить и как-то на них реагировать, потому что, я думаю, большинство людей, они говорят, окей, это где-то произошло в Америке, это где-то там, но нас это никак не касается. То есть какова наша сфера ответственности? Well, as I said already, when it comes to talking about sin of other people, we must be very careful. Когда мы начинаем рассуждать о грехах каких-то людей, нам нужно быть крайне осторожными в этом и внимательными к себе. When I see the commentaries and the videos on the internet concerning the latest scandal, it seems like there are people who have pleasure in explaining all sins in detail. This does not help. В реальности, когда я смотрю какие-то видео, которые произвели люди, или комментарии, которые они оставляют касательно, например, последних событий, создается искреннее впечатление, что эти люди находят просто удовольствие в том, чтобы мусолить во всяких мельчайших подробностях все то, что там произошло. So there is this danger of judging, which is a sin. И мы понимаем, что когда мы вот так начинаем осуждать напропалую людей, это греховное поведение с нашей стороны. But at the same time, Jesus commands us to do a righteous judgment Но при этом мы on имеем ministries. The заповедь, context is ministry. заповедь Христа, который говорит, чтобы мы судили праведным судом, и это касается сферы всех публичных служений. Yeah. And the Bible is teaching us and warning us using negative examples. Удивительно, но это тоже факт, что Библия, в принципе, нас обучает на всевозможных негативных примерах, которые в ней содержатся. So we not just only see the unfaithfulness of God's people Israel, but we get an explanation why did it happen so that we don't fall into the same trap. И интересно, что Бог, например, использует греховное поведение, примеры греховного поведения своего народа Израиля для того, чтобы обучить нас, для того, чтобы нам это послужило в назидание, и для того, чтобы мы могли сделать из этого какие-то очень важные выводы. So I do not agree with those people who say, "Oh, let's not talk about the negative things. Let's just preach the gospel and this is not our business." I don't Поэтому believe that. я тоже не согласен с подходом людей, которые говорят, вообще давайте не будем в это во все лезть, в это как-то даже попытаться вникать, давайте будем проповедовать Евангелие, и все. И это будет самое лучшее. Paul speaks about the judgment of God about Israel, and he said, "This is a warning. It's written for us to make sure that we don't fall into the same trap." Интересно, что, например, даже Павел в Новом Завете, он использует негативные примеры народа Божьего для того, чтобы, он так и говорит, это написано вам в наставление, для того, чтобы мы были предупреждены и для того, чтобы мы не попадали в похожие ситуации, в те же самые ловушки. So I think it's very necessary to look at the situation and to analyze why did it happen? What made it possible that these terrible things happened? Поэтому смысл не в том, чтобы, там, я не знаю, залезть во что-то и копошиться в чем-то грязном белье, но смысл в том, чтобы извлечь уроки, почему это произошло, то есть что предшествовало этому. And then we find out it's not just because there was a wrong message, a wrong representation of God's character, but there was also a wrong church culture. There was a wrong mentality and the wrong kind of relationships they lived out for decades. И потом мы узнаем, когда мы вникаем в какие-то вот такие ситуации скандальные, мы узнаем, что все упиралось не только в какое-то несбалансированное послание и в какое-то не совсем правильное или однобокое описание Бога, да, образ Бога, который был донесен до слушателей, но также это упирается в нездоровую церковную культуру, когда ты понимаешь, что в течение десятилетий люди строили не совсем здоровые отношения. So, for example, if there's a church culture where sincere questions or even correction is labeled as rebellious,
then no wonder that there's plenty of opportunity for sin to grow. Мы понимаем, исходя из этого, что, например, церковная культура и взаимоотношения, в которых какие-то совершенно искренние расспросы или даже исправления, которые направляются, допустим, на служащих людей, если все это воспринимается как какой-то просто отчаянный бунт, то, разумеется, в такой культуре у греха появляется возможность разрастаться и цвести. So, for example, in my nation, there's a prominent idea which is presented by key leaders: do not touch the anointed one. Это, например, упирается в такие христианские учения, допустим, которые очень распространены. У меня дома это проповедуется очень часто. Звучит это так: и не прикасайся к помазанникам. And they threaten the people: do not ask questions, don't try to criticize me, don't say anything bad, or don't say anything about what I do wrong. It's not your business. I'm just before God, and God will judge me, and you have no right to say anything. Это такой посыл, когда служители церковные, они доносят такое понимание до людей, что, пожалуйста, не лезь ко мне со своими вопросами, тем более с какой-то критикой, потому что я помазанник, у Бога со мной есть свои отношения, и Он как-нибудь со мной сам разберется. Это просто не твое дело. Such a wrong, unbiblical understanding of spiritual authority creates an environment where sin is unchecked and uncontrolled, and everything can just grow and blossom. И понятно, что вот под такого рода прикрытием, когда никто не имеет права задаваться вопросами, какие-то упреки совершенно адекватные высказывать, в такой среде все что угодно вырастет. But the Bible speaks about relationships where we are accountable to one another, and we have to take care for one another. We have to watch what is my brother doing, not in a critical way, but in a loving way. Но мы-то понимаем, что Библия нам говорит об отношениях взаимной подотчетности, взаимного смиренномудрия. Это когда я с самыми лучшими побуждениями, а не с критическим отношением, я просто присматриваю за тем, чтобы все было хорошо у моего брата в жизни. For example, Galatians 6 speaks about if you see your brother sin, you go to him. Да, Галатам 6 глава, Confront him. там написано: если ты видишь брата согрешающего, пойди к нему, пойди, скажи ему свою обеспокоенность. And it doesn't say unless it is a leader. Да, и там нигде не написано, но разве что это служитель, тогда к такому не ходи. The only condition is, or the two conditions, he's your brother and he's sinning, and then you have to go. Там есть два простых условия. Если это твой брат во Христе, и если этот человек грешит. But this wrong kind of authority, they say you are not allowed to ask questions, and I'm responsible before God, not before you. Это никак не вот такое отношение. Я тут главный, это не твое дело, просто не лезь. And Paul speaks about how we have to deal with accusations against a leader, a spiritual leader, an elder. Мы же понимаем, что, например, Писание затрагивает даже такой вопрос, как нам поступать, когда против руководителей церкви какие-то люди выступают с обвинениями. In today's version, the pastor is accused, and the pastor says, you are wrong, the accuser is wrong. That's Знаете, it. Case современная closed. во многих церквях реальность такая: окей, кто-то что-то против сказал, в чем-то обвиняет пастора, пастор всегда прав, этот человек всегда не прав. So he gives the message, the leader is always right and the people are always wrong. Во многих церквях так и донесено до людей: служитель всегда прав, не служитель всегда не прав. But in the Bible we see completely different picture. Но мы тут видим совершенно другую картину в Писании. First of all, we don't have a leading pastor, we have a team of elders. Во-первых, мы нигде не видим одного ведущего пастора, который один ведет церковь, мы всегда видим команду служителей. Which already provides a certain measure of protection. Что само по себе уже является механизмом внутренней защиты. If they have relationships in truth and humility. Потому что если эти люди общаются в контексте смирения и правды, когда люди честные, But even if that does not give enough protection, then we have another structure in the New Testament. We have the apostolic ministry,
like Paul is sending Timothy and tells him how to deal with accusations against an elder. Когда есть команда внутренняя служителей, это определенный механизм защищенности для церкви. Но еще мы видим другой механизм, когда Павел говорит и, например, просит апостола Тимофея, чтобы он отправился в ту или иную церковь и как-то разобрался в тех обвинениях, которые были выдвинуты против одного из руководителей церкви. And the commandment that Paul gives to him is not stand by the accused pastor or leader and defend him at all costs. И мы читаем с вами очень ясно, что у Павла не было такого подхода. В общем-то, Тимофей, отправляйся вот в эту церковь, где создался конфликт, поддержи этого пастора или руководителя любой ценой. And he said to him, without any bias, check the situation and listen to the accusation and then find out by the help of the Holy Spirit what is the truth. Но он дает наставление Тимофею, чтобы без всякого лицеприятия он пошел, все внимательно выслушал, чтобы он разобрался и чтобы тот человек, который согрешает, мог публично покаяться. And those that have sinned should be rebuked in front of all. Да, и это вот такой стих, который говорит, и тот, кто виновен, должен быть упрекаем и обличаем перед всеми. So may it be the accusers, they are wrong and they bring false accusations, or may it be the elder who truly has sinned. They will be rebuked in front of everyone. Другими словами, опция была какая? Либо это были какие-то наветы и ложные обвинения, и тогда обвинители должны были покаяться за это публично, либо руководитель церкви, который мог согрешить, например, по-настоящему, он тоже должен был предстать перед всем собранием и просить там прощения. When I look at all those cases where we had these severe scandals, IHOP and Hillsong, Ravi Zacharias and many others, always I find that this simple fundamental principles of accountability were not put into practice. Если взять все эти ситуации, которые произошли в Международном доме молитвы, мы знаем скандалы, связанные с Хилсон, там, с Раби Закараисом. Если посмотреть на все эти неприятные ситуации, мы понимаем, что вот как раз-таки эти фундаментальные принципы взаимной подотчетности, они не были задействованы. То есть, может быть, люди об этом говорили, но они так не жили. So that means our disobedience, our unwillingness just to do what the Bible says makes all these scandals so big. И мы понимаем, что именно наше нежелание быть послушными Писанию, непослушание и рождает все эти скандалы и делает их такими громкими. And many times it's not just the man of God who fell into sin, but then his fellow brothers coming and covering up this whole thing, Потому which is что even worse. потом все уже начинает упираться не в то, что тот или иной человек Божий, какой-то служитель известный согрешил, а в то, что и люди, братья, которые окружали этого человека, они приходят и начинают это покрывать, что делает эту ситуацию еще более ужасной. They have a close relationship as friends, but it's not a relationship in the spirit on the basis of truth. But you're my buddy and I will spare you. Even if you're wrong, I will not say anything against you because I love you. This is not love. Ты потом находишь во всех этих ситуациях таких друзей, которые есть у людей, которые любят друг друга, покрывают друг друга, но их любовь не библейская, их любовь не основана на истине Писания. So our whole structure, how we do church life, is just wrong. There's the pastor, and there's no one who checks him, no one who speaks in his life, no one who has the right to ask any questions. Исходя из всего происходящего, что церковная культура, сама структура, то, как члены церкви взаимодействуют друг с другом в жизни, да, ежедневной церкви. Нет никого часто в жизни старших служителей, которые могли бы видеть, как эти люди живут в реальности, могли бы что-то говорить в их жизни, какие-то вещи, несогласия высказать. Эти люди никому не подотчетны. Yeah, you mentioned the remote apostles. That's the problem. They come once a year and they sit with the pastor in a restaurant, slaps him on the back and okay, continue, everything is right. Это как раз вот эти удаленные апостольские служения, разные служения претендуют, что у них есть апостол, которым они подотчетны, но это часто упирается в то, чтобы просто посидеть в ресторане, поговорить о чем-то раз там в год. Тебя человек хлопает по спине и говорит: ты молодец, продолжай в том же самом духе. And he's not even interested in sitting with the people, with the flock, and how are you doing, and how do you see church life, and is there anything that is a concern that you have about your leaders?
They're not interested in. Апостолам на удаленке им редко приходит в голову просто пообщаться с людьми в собрании, просто узнать, нет ли у них какой-то обеспокоенности искренней какими-то вещами в жизни их церкви, в доктрине, там, в чем угодно. That's everything else than accountability. И, конечно, мы понимаем, это что угодно, но только не подотчетность настоящая. So if we are accountable before God, it makes only sense when we are also accountable to one another. Подотчетность Богу всегда подразумевает искреннюю подотчетность окружающим нас людям. And you see people who fall into sin, they have for a long time a secret life that no one knows about. И удивительно, как во всех этих историях всегда выясняется, что у тех или иных задействованных в скандалах персоналиях всегда была какая-то своя тайная жизнь, о которой никто не знал. Let me give an example. There's a man of God who is supposedly to minister in a team with others, but he takes young people abroad to another country, and 6 of his team is little girls, 14, 15, 18-year-old girls that With no travel male, with this you man mean? of God. With no mail. There was one brother in the team, 6 girls, and one brother was there. I would say this is just to make it look more nice, or except Служитель, который позднее был уловлен во всяких разных вещах. Он, например, уезжал в миссионерскую поездку, и 6 человек в его команде, и еще один брат под прикрытием, были молодые девушки 14, 15, 16 лет. То есть взрослый мужчина едет вот с такой группой девочек. and he puts them all in a hotel. Each of the girls have their separate room, Все девочки по отдельности живут, каждая в своем номере. and then there in secret it happened. В таком контексте, при таких обстоятельствах начинает происходить. And his own brothers at home that he's supposedly work in a team with, they didn't know that he would take 6 young ladies. Ближайшие соратники, люди, которые были вовлечены очень плотно в это служение, с этим человеком служили, они ничего не знали о подобного рода вылазках. They said, if we had known, we would never have allowed him to go to another И country with these 6 girls. эти люди говорят, если бы мы только знали об этом, мы бы никогда не позволили ему взять с собой вот такую команду с каким-то еще одним братом и с 6 молодыми девушками. So one very important and very simple principle that I see that gives us protection, no secrets. Поэтому это тоже очень важный принцип, который, мне кажется, будет содействовать ко всеобщей безопасности. Это никаких секретов, никаких. Living in the light means to me, I have nothing to hide. Everyone can ask me, what did you do there? What did you watch on the internet last night? And what are you thinking? What your fantasy is about? Для меня жизнь во свете, для служителя, она подразумевает, что любой человек может задать тебе разные вопросы. А ты был вон там-то, ты там что делал? А что ты вчера смотрел, например, у себя на планшете? О чем ты мечтаешь? А что у тебя за фантазии есть? So no secrets is a very simple but very powerful principle to protect us. И в реальности я считаю, что это очень простой, но очень эффективный способ, который способен нас сохранить от всякого рода зла. Very well-known, famous pastor in Germany. And until the day he went with his wife to the lawyer to discuss the last details about their separation, they wanted to get divorced. No one knew about problems in the marriage. No one. Например, мне сейчас приходит на ум один такой пример, который случился в немецкоговорящем мире. Это когда один известный служитель прямо до тех пор, пока этот человек не пошел уже к юристу для того, чтобы заканчивать бракоразводный процесс, никто в его окружении даже не знал, что у этой семьи существуют какие-то проблемы. So not even his own elders that he was supposed to work with in a team had any idea that there's a problem in the marriage. Был целый совет старейшин, церковный совет, с которыми этот человек должен был иметь непосредственную близкую связь. Никто в этой церкви, даже из сослужителей, не догадывался, что этот брак претерпевает какие-то трудности. Not even mentioning that they were about to divorce. Уж не говоря о том, что эти люди там на грани развода находились. So we can have an outward form, but without a true heart, it doesn't do anything good. Поэтому, конечно, люди могут иметь вид благочестия, сколько они хотят, но без искреннего, честного сердца это никому пользы не принесет никакой. So because it was a fashionable thing, not just a pastor, but we have elders, he could say to everyone, we have an eldership team.
Yeah, but it was not living it. Допустим, потому что тогда была мода на совет пресвитеров, совет старейшин. В этой церкви этот совет был. Это ровным счетом на практике ничего не значило. Это вовсе не означало, что у этих людей были соответствующие отношения. And the Bible says, be involved with the life of your brother. Carry his burden, know where he is, where he's struggling, and pray for him, support him, speak into his life. Новый Завет, он вдохновляет нас. Он говорит, носите бремена друг друга, служите друг другу, молитесь друг за друга, интересуйтесь самым искренним образом о том, что происходит в разных сферах жизни твоего брата. You don't have a divorce or you don't have a successful marriage till Monday and then Tuesday you decide to get divorced. It doesn't happen. Так не бывает. Окей, в понедельник счастливые супруги уснули, а во вторник они разводятся. It's a long-term process. Это всегда какой-то долгосрочный процесс предшествовал этому. And if there were this openness and this accountability, he could have said, "I'm struggling. Please pray for me and help me to find someone to fix our marriage." И если была честность, если бы была настоящая, правильная подотчетность, человек мог бы обратиться за помощью и сказать: братья, помогите мне, пожалуйста, молитесь за меня, найдите мне, может быть, вы слышали про какого-то человека, который сможет проконсультировать нас с женой и прочие такие разные вещи. To me, this simple principle, no secrets, is very, very Итак, я бы это helpful хотел and very necessary. подчеркнуть, что принцип никаких секретов – это простой, но чрезвычайно важный и эффективный принцип. Хартвик упомянул о том, что у нас не должно быть однобокого какого-то учения в церкви, что мы должны быть подотчетны, у нас не должно быть секретов. Как еще мы можем предотвратить вот эти все всплывающие бесконечные скандалы? Yes, of course, we can and we should. Because the Bible says clearly, if we live according to Scripture, like Galatians 5:16, walk in the Spirit, then Paul promises you will not fulfill the lusts of the flesh. В So there общем-то, is a lifestyle described in the Bible which is accessible, available for everyone. And if we do this, we will not have these things. нам нужно не просто ожидать этого, нам нужно совершенно твердо на это надеяться и верить, и двигаться в этом, потому что, например, если вы возьмете Галатам 5:16, там написано: «Живите по духу, и вы не будете исполнять желаний и похотей вашей плоти». То есть, другими словами, в Библии описан совершенно конкретный образ жизни, который позволит нам подобные вещи просто никогда не делать, и мы должны быть нацелены на то, чтобы это увидеть. Так должно быть. Again, the problem is we do not really believe the Scriptures. И все это опять упирается в то, что мы в Писание толком не верим. We say, well, sin just happens, we're humans, this is normal, Потому we что have to bear it. столько ты этого слышишь. Ну что, мы все люди, все человеки, все согрешаем. Ну с кем не бывает. And the true gospel is not just we have been forgiven, but we have been set free from the power of sin, and we can learn to live a holy life. It's possible. И It's при in этом Scripture. подлинное Евангелие говорит нам, что мы не только были прощены, мы не только были спасены, но Бог освободил нас от господства греха в нашей жизни, и мы можем одерживать над ним победу, и мы должны одерживать эту победу над грехом. Писание говорит нам, что это вполне достижимо. But when you ask an average Christian, he knows so little about the reality of Scriptures. For him, sin is just something that belongs to human life. But Paul says, you are no longer living as mere humans. You can live in the Spirit. Если, конечно, спросить вот среднестатистического человека, который является частью церкви, там ее регулярно даже посещает, люди настолько мало понимают той реальности, которая записана в Писании, потому что у человека, среднестатистического христианина даже, есть такое понимание, что грех, он вполне себе относится просто к человеческой земной жизни, он неизбежен. Но Писание нам говорит, Павел в частности, что нам доступна жизнь не как для простого человека. Мы призваны быть людьми, которые могут и должны ходить в духе. You won't believe how many times I get the response in talks and by email. People respond to my messages about fear of God, living in victory, sanctification. And they say, I never heard these things
taught in my church. Never. Я даже передать не могу, как часто я получаю какие-то сообщения от людей, они мне пишут, и они говорят о том, что вот такие темы, там, которые я часто затрагиваю, страх Господень, освящение, там, жизнь с Богом, они мне просто говорят, мы никогда в жизни не слышали ничего подобного в своей церкви. That's why these things happen. Именно And the solution поэтому- is we need to come back to sound doctrine. Именно поэтому потом мы имеем всякие разные скандалы. И решение для этого– это возврат к здравому учению. And sound doctrine, according to Paul's definition, is leading to the fear of God. И в соответствии с описанием Павла, что такое здравая доктрина? Здравая доктрина всегда производит в людях страх Господень. That is the result of sound teaching. Потому что это, с точки зрения Павла, и есть результат и плод здравого учения. And by the fear of God, we can avoid sin. И- This is so simple. Благодаря страху Господнему мы будем избегать в нашей жизни греха. И это довольно просто. Because the essence of fear of God is hating sin and loving righteousness, loving God in His holy character. Потому что страх Господень– это ненавидеть зло. Страх Господень– это ненавидеть грех, это любить Божье, это любить Божий характер. We learn to live in the attitude of Jesus. I want to please God always. И когда мы учимся в конечном счете жить с таким отношением сердца, которое было у Иисуса и которое звучит так: «Я живу для того, чтобы угодить своему Отцу». Even when I'm alone at home in front of television or my computer, Даже когда я дома один перед экраном. that's the fear of God, and we can learn it. Это и есть страх Господень, и ему вполне можно обучиться. Случаются какие-то скандалы, это все всплывают. Людьми остаются люди, потому что, например, все еще какой-то дар у этих людей работает. То есть либо пророческий дар, либо дары исцеления. Почему Бог не отбирает, вот когда человек на начале падения, на начале отступления, он не забирает этот дар у человека, чтобы это было очевидно для людей, что с ним что-то не так. You are right, we have many examples, even in the Bible and church history, people who minister in supernatural power, but they already live in sin. Yeah? But we must get rid of this idea supernatural manifestations, the anointing, miracles, is a proof that God accepts everything in their lifestyle and in their character. This is just wrong. It's not the case. Во-первых, и в Библии есть такие примеры, и во всей истории христианства и различных служений мы тоже имеем такие примеры, что люди, они все еще видели в своей жизни проявление помазания, проявление даров Святого Духа, проявление сверхъестественной силы, даже когда они уже начали глубоко отступать от Бога. Но нам просто в целом следует избавиться от этой неправильной мысли и неправильной идеи, что сверхъестественное, любое действие, является подтверждением того, что Бог доволен жизнью человека и его характером. The Bible makes it very clear that we judge ministries not by the amount of miracles and supernatural manifestations, dreams and prophecies and all the rest of it. Библия очень ясно нам говорит, чтобы мы не судили о том или ином служении по количеству каких-то сверхъестественных проявлений, пророчеств, сновидений, каких-то всяких таких вещей. This is a wrong idea that I try to fight for decades. И это идея, с которой я сражаюсь десятилетиями в церковных People кругах. point to certain leaders and they just see the supernatural manifestations and they just assume that means everything is right, which is just not the case. Очень часто мне люди показывают на каких-то служителей и вот количество всякого рода сверхъестественных вещей, которые все еще случаются в этом служении. И они убеждены, что раз что-то сверхъестественное происходит, значит, с этим человеком все абсолютно в порядке, но это совершенно не так. So we have to judge a ministry by is it the doctrine according to the Word of God and the character, the lifestyle of that minister. That is important. Потому что в суждениях о том или ином служении существуют два ключевых момента. Во-первых, то, чему обучает это служение, соответствует ли это Писанию. И вторая вещь, мы судим не по дарам, а по плодам. Мы хотим увидеть характер и жизнь этого человека. In general, the level of maturity is so low that people don't know the difference between fame
and humility. Сейчас у христиан настолько удручающий уровень духовной зрелости, что люди не могут, например, понять разницы между славой человеческой и подлинным смирением. And they make a judgment about this ministry by the size of the building, the size of followers, the size of the church. И столько я знаю людей, которые судят о том или ином служении не иначе, как по размаху этого служения, по зданию, насколько оно крутое, сколько там у них тысяч фолловеров, сколько людей появляются на их собраниях и по прочим таким внешним проявлениям. But coming back to your question, why does God allow this? Да, но отвечая на сам вопрос, почему Бог допускает это, почему Бог не отнимает помазание. God is love. And if there's a healing evangelist who has a power, the anointing to heal, God wants to heal. God wants to do good to people. Отец наш и Бог наш – это любовь. Он не прекращает действия тех или иных даров, например, исцеляющего евангелиста, из-за любви к своему народу и вообще к людям. And he wants us to understand, please, if you see the miracles, do not think that I, God, am pleased with everything he's doing in his life and marriage and finances and all this. Например, действия тех или иных даров. Бог просит нас, чтобы мы были внимательны и понимали, что присутствие сверхъестественной силы в жизни и служении какого-то человека не означает, что Бог доволен тем, как этот человек ведет финансы, какая у него семейная жизнь и каков его характер. So we don't get deceived because we follow these great men of God, but we have been deceived because we don't follow the word. Обмануты мы по своей сути часто бываем не потому, что мы следуем за человеком каким-то, а потому, что мы не следуем за Библией. So easy to make a prominent leader your idol, and you follow him more than the word. Смысл-то в том, что очень легко нам из какого-то известного, из какого-то очень одаренного человека сделать идола и не следовать за словом при этом. So God says, if you're disappointed because your favorite big hero is in sin, then because your foundation of faith was wrong. Бог говорит нам тогда, если ты так огорчен и разочарован, что твой герой веры, он пал и что-то там случилось, это просто потому, что у тебя заведомо было неправильное основание веры. So it's not God deceiving people by doing miracles through sinful servants, but it's we deceive ourselves by not paying attention to His word. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что это не Бог, который позволяет людям обманываться, потому что какой-то человек, да, там их обманывает и продолжает, несмотря на свой ужасный образ жизни, например, делать какие-то хорошие вещи для кого-то еще. А это происходит, потому что мы сами обманываем себя, не являясь последователями слова. But we have a tendency to lift people who are anointed too high. We have В a целом, tendency. я бы сказал так, что у людей есть общая тенденция слишком возносить помазанных людей. And then many times when these great leaders fall, we just go to the other extreme and say, now everything he has ever said and preached and written, it's all nonsense. Потом, конечно же, когда человек этот падает, у нас начинается очередная крайность, и мы начинаем говорить, потому что он упал и меня разочаровал. Все, что этот человек когда-то сказал, все, чему этот человек учил, все книги, которые он написал, все это ерунда. People told me, now I will burn all my books for Mike Bickler. И мне люди говорят, все, пойду сожгу все книги Майкла Бикла теперь. Not a healthy response. И надо сказать, в таком подходе нет ничего здорового. But we should check the message of the book with the Bible. Потому что мы должны сравнивать послание книги с Библией. So if someone has a teaching anointing and has the ability to explain and to present biblical truths, okay, we stick with this. Потому что если в жизни человека, мы понимаем, есть реальное помазание учителя, есть способность каким-то очень доступным образом объяснять какие-то библейские истины, конечно, нам стоит по-прежнему совершенно радостно это воспринимать. So, for example, you receive the healing through a healing evangelist. Возьмем такой пример. Человек раз и получил исцеление на служении какого-то евангелиста. And afterwards, you find out the moment you received the healing, he was already living in adultery. Then what? You renounce your healing? А потом раз и выясняется, что на тот момент, когда ты получил свое исцеление, этот человек уже жил, например, в каких-нибудь нечестивых отношениях с какой-то там женщиной. И что тогда нам стоит? Отменить свое чудо или что? You received your healing because he was anointed. Мы получили исцеление, потому что этот человек был помазан. And not because he was living in sin or he was living not in sin. It has nothing to do with that. Мы получили это благодаря помазанию Бога, а не
благодаря тому, что этот человек не жил в грехе или жил в грехе. So we must judge everything on the basis of Итак, Scripture. нам все очень важно судить на And not основании our Писания, emotions. а не I'm на so основании disappointed. наших Now I чувств и наших огорчений, что теперь все. Я turn огорчен, away from that этот ministry. человек меня разочаровал, я просто вообще, все, что было в этом служении, было плохо. And we should pray for ministers who have been fallen, that they truly repent and get restored in their relationship with God. Not necessarily restored in Более ministry. того, This is a different thing. Более того, нам следует молиться за упавших служителей, для того, чтобы эти люди могли по-настоящему покаяться, принести достойный плод покаяния, и чтобы эти люди могли восстановить их отношения с Богом. Это не означает, что они обязательно должны восстановиться в своем служении, но с Богом это крайне важно. We just saw it in the last scandal. The sin came up to the surface, and before there was even a true, honest repentance, people cry already, oh, let the minister be restored. This is stupid. И это тоже было видно, вот, например, на последнем примере, когда еще человек не вышел с каким-то искренним покаянием, вообще с чем-то внятным еще человек даже ни разу не вышел, но уже люди, которые всю жизнь любили и следовали за ним, говорят, давайте восстановим его служение. It needs people with a brotherly heart and spiritual authority to restore him in his relationship to God. Что такому человеку, упавшему, требуется? Это чтобы люди с братской любовью и с властью Божией помогли этому упавшему человеку восстановить для начала свои отношения с Богом. If he ever comes back to ministry, this is a totally different question, and this can be answered years later. И вернется ли этот человек когда-нибудь снова в служение или нет, это вопрос, на который, возможно, мы сможем получить ответ только годы спустя. But because we don't know God's judgment and how He is dealing with sin, we just cry for mercy before even there's a repentance. Потому что мы не понимаем, как Бог поступает с грехом, как Бог к греху, в частности, относится. Мы начинаем вопить о милости еще до покаяния как такового. So in one word, we are very, very confused because we don't know God, His character and His word. That's the reason. Кратко говоря, все происходит, потому что мы очень часто не имеем ясного понимания о Божьем Слове, и все. Like Jesus said, you err because you do not know the scriptures nor the power of God, which is the Holy Spirit. И как сказал некогда об этом Иисус, вы заблуждаетесь, потому что вы не знаете ни Слова Божьего, ни Его силы. Вы не знаете ни Писаний, ни силы Божьей, которые есть Дух Святой. А почему вообще люди Божьи, люди, которые начинали с чего-то прекрасного, вот они попадают в такого рода вещи? Как они к этому приходят вообще? When you have nothing and you are no one, starting humble is the only thing you can do. Потому что, когда у тебя ничего нет, и звать тебя никак. There's no need to guard your heart against pride and lust for power. There's no need for it because you don't have it. There's no opportunity. Тогда тебе ничего, кроме как смирения, не остается. У тебя просто ничего другого нет. Ни имени, ни всего, что слава приносит. И тебе не нужно сильно напрягаться, чтобы слово сердце свое хранить. So we see all the great men of God starting in a humble way and doing the right things in the beginning. И But практически всегда afterwards, мы видим, как великие люди Божьи, они начинают с крайнего смирения, но потом we have to make sure that we have God's order in our life so that when success comes, influence comes, power comes, money comes, then we live a clear life. именно поэтому нам важно удостовериться, чтобы с самого начала у нас были прочные основания, потому что потом, когда придут деньги, придет слава, придет там почитание, придет успех, обожание людей, чтобы мы все еще могли сохранить свой путь очень прямым и ясным. Like this one king the Bible speaks about, I think it's 2 Chronicles 25. He was helped greatly, and when he became successful, his heart was uplifted. Как написано, мне кажется, во второй Паралипоменон, в 25 главе об одном царе. Этому человеку было оказано много помощи, и когда он сделался великим и сильным, сердце его надмилось. And then, after there was a change in his heart, he began to act according to his wrong heart, his pride. А потом, когда
все произошло и в его жизнь все пришло, он начал поступать в соответствии со своим неправильным состоянием сердца. So, as I said, it's not living holy till Monday and then Tuesday suddenly you do stupid things. It starts slowly in the heart. Мы понимать должны, что это не так. Нормальным был в понедельник, во вторник проснулся очень странным. Это всегда начинается потихоньку в человеческом сердце, часто очень незаметно. So, one of the most important scriptures concerning this subject is Proverbs 4:23. Guard your heart with all diligence. Именно поэтому это очень насущный стих Писания, притчи 4:23. Там написано: больше всего хранимого храни свое сердце, или со всяким старанием Because охраняй out of свое the heart сердце. comes your life. Потому что все источники жизни человека, они вытекают из его And сердца. out of the heart comes the ministry. Потому что из сердца человека в конечном счете вытекает его подлинное служение. And the Bible says, out of the abundance of the heart you speak. И Писание нам также говорит: от избытка сердца говорят уста. So here again we have the other brothers protecting us. We start talking in an arrogant way. We are so powerful. We can do everything. We are blessed and И no это, one кстати, can такой stop us. практический совет, который опять-таки упирается в людей вокруг нас, когда сердце наше начинает надмеваться, и мы от избытка своего сердца начинаем говорить с презрением, с надмением и с подобного рода другими проявлениями. Or like in one case where a minister falls, even in his public confession, he would point to all the outward blessings and use them as a proof that God is for him. Как еще мы знавали одного брата, который в своих публичных выступлениях даже не стеснялся перечислять многоразличные Божьи благословения, которыми Бог его благословил, в качестве некого доказательства, что Бог к нему благоволит, вне всяких сомнений. Therefore, we need the protection of other people, our spouse, our friends, other ministers. И поэтому так важны люди, которые нас слышат вот во все эти моменты. Это наши супруги, это наши друзья, это наши соработники во Христе. Sometimes people come and they want to please me and they say, "Oh, I'm your fan." I'm saying, "Oh, that's sad. I need friends. I don't need fans." Так как со мной, у меня тоже бывают прикольные моменты, когда подходит к тебе человек, потому что этот человек пережил там прикосновение духа во время служения, и он говорит: я твой фанат. И я ему говорю: как грустно. Мне нужны не фанаты, мне друзья нужны. What is the difference? The fan is applauding to the great man of God Потому until he что- falls, and then he condemns him to hell. Потому что фанат — это кто такой? Это человек, который сначала хлопает в ладоши и поддерживает своего кумира, а потом, когда тот падает, быстро его отправляет в ад. But true friends, they come to you when you start to do little stupid things, which are not major but already stupid. Друзья твои придут к тебе, когда ты уже начал делать какую-то ерунду. Она еще такая малозаметная, но это уже ерунда, это уже что-то не то. Они придут к тебе. And with a serious face, they would say, "I love you too much. I will not allow you to continue this path." И со строгим Stop лицом it. они тебе скажут: я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе дальше двигаться в этом направлении. Давай прекращай. That is what we need in our church culture and our И это relationships. то, в чем мы так нуждаемся, это то, в чем мы так нуждаемся лично в нашем христианском сообществе, в наших церквях. The way we deal with prominent so-called great men of God. В том, как мы строим отношения с какими-то великими мужами Божьими. Разные люди падают через разные вещи. То есть у нас были скандалы касательно денег, касательно блуда и так далее, и так далее, и так далее. Что помогло Хартвигу в течение всего своего пути оставаться фокусированным на правильных вещах? There was a time in my life where I got convicted by the Holy Spirit about this sad fact that I really do not know in a close way, I do not know God. В моей жизни когда-то был такой момент, когда я пережил обличение Святого Духа, и я вдруг понял, что я не знаю Бога так, как должно. There was a time when I had a secret life and I would give in to the desire of the flesh to watch things on television which a man of God or a Christian should not watch. И был такой период в моей жизни, когда у меня была как раз-таки своя тайная жизнь, и когда по вечерам мог позволять себе смотреть вещи, которые не может позволить себе смотреть ни служитель, ни христианин. Thank God this is decades ago. Благодарение But it was a Богу, это turning было point in my очень personal relationship много with лет, God. десятки лет тому назад, но это был переломный момент в моих взаимоотношениях с Богом. Because one day while I was sitting at night, family was in bed, Потому in что front of television and watching and searching and watching things. я помню этот вечер, когда вся моя семья
уже спала, и я сидел с пультом у телевизора поздно ночью в поисках. The Bible says, search and you shall find. Да, и Библия нам говорит, ищите, и вы найдете. I was searching the wrong thing and I found. И я искал не то, что нужно, и находил это And всегда. then suddenly, in a very clear way, not audible, but in a very clear way, I heard the Holy Spirit asking me. And he said, explain to me, how can you be a minister of the gospel, preach the word, and enjoy things that are so terrible that the one that you pretend to love, Jesus died for it? How is that possible? Explain to me. Очень ясно внутри своего сердца я вдруг услышал вопрос Святого Духа, и он мне сказал, знаешь, ты не мог бы мне объяснить, как ты, будучи проповедником Евангелия, будучи проповедником Слова, можешь сидеть и наслаждаться тем, за что умер Иисус? This question was not just an accusation, but it was a sincere desire. He wanted to have an answer. How is this possible? И интересно, что этот вопрос даже не прозвучал в виде какого-то осуждения, а какого-то вот искреннего вопроса. Ну, хорошо, ты объясни мне тогда. And I knew I had to give an answer, and I didn't have an answer. И я знал, что мне надо объяснить, но а я объяснить что мог? I couldn't explain it myself. How is it possible? Я себе не мог этого объяснить, не то что Богу. I stand in the pulpit and I preach the word, and then I do things that are forbidden by the word. Ты стоишь, проповедуешь Слово, а потом идешь домой и делаешь то, что Слово тебе повелевает не делать. And after many days trying to find an answer, I came up with an answer. I think that was the right answer. Я провел несколько дней, раздумывая над ответом, а потом его все-таки нашел. And the answer was, it is because I do not know God. И я ответил себе вот так. Я это мог совмещать в своей жизни, просто потому что я Бога не знаю. I do not His holiness. I Я do не not понимаю ни His Его святости, hatred of sin. ни Его ненависти к греху. I do not know Him. Просто не знаю Его совсем. And that was a turning point in my life. I'm so thankful for this moment, Это although был it was awkward. Переломный момент в моей жизни, за который я благодарен, несмотря на то, что он был такой неловкий для меня Because there совсем. was such authority in this question. How is it possible? Explain to Потому me. что It was so strong. это была такая власть в этом вопросе. Объясни мне, он сказал. And from that moment, and I made a decision, I need more than Bible knowledge. I need to know God. I need the fear of God. I need to be impressed by His holiness, and this should be imparted into my heart. Именно в этот момент я принял такое решение, что мне вот просто библейских знаний в голове недостаточно. Мне просто необходимо, чтобы Он пришел и осветил меня своей святостью, чтобы Он свой отпечаток оставил внутри меня. So since then, in my ministry and in my personal life, I make a big priority on the fear of God. И с тех пор и в моем служении, и в моей личной жизни я стал делать большой акцент на страхе Господнем. Because the fear of God helps us to avoid sin. Потому что именно страх Господень помогает нам держаться подальше от греха. We need more than Bible knowledge and the Для commandments. этого нужно гораздо больше, чем просто ментальное знание и заповеди. I mean, every pastor who runs away with his secretary or worship leader, he knows what the Bible says about adultery. He knows it. И я He can preach about it. уверен, что любой пастор, убегающий со своей любовницей куда-нибудь из своей семьи, он-то в голове своей прекрасно понимает, что он делает. But he doesn't have the power in his heart that keeps him away from the sin. Нет его сердца силы, которая бы удерживала его от греха. So I strongly believe now and in the coming years, the big emphasis of the Holy Spirit will be the fear of God. Именно поэтому у меня есть такая твердая убежденность, что в наступающие годы Дух Святой будет налегать именно на понимание страха Господнего. So because in spite of all the scandals, I believe God is committed to His goal. He will have a pure bride. He will have. Потому что даже несмотря на все эти скандалы, о которых мы сегодня говорили, я уверен, что Бог, Он доделает до конца то, что Он хочет, и Он обязательно поднимет чистую невесту. So I see these scandals of the last years also as a sign that God is intervening and says, I will reveal every bad stuff. Воспринимаю, честно сказать, эти скандалы как проявление Божьего твердого намерения, что Он все тайное сделает явным. And when I see the situation of the church and the leadership in my country, I'm totally convinced in near future we will see many more
things and sins be exposed. И я уверен, глядя на ситуацию с церковью, понимая, чему там учат и что происходит у служителей, я уверен, что мы увидим еще больше всего, потому что Бог будет выносить разные вещи на поверхность, и Он будет делать тайное явным. Because there's one important principle. When sin is confronted and made and judged in public, the fear of God will come. Потому что это тоже важный библейский принцип. Когда грех выносится наружу и ему публично противостоят, тогда Бог учит страху Господнему. And God will lead us to agree with Him that fear of God is the center of our relationship with Him by exposing and judging sin in a severe way. It will come. И я уверен, что Бог будет убеждать свой народ в том, что страх Господень является чем-то очень центральным в наших взаимоотношениях с Богом, и будет делать это путем того, что Он будет обнаруживать грех и жестко его судить. Like Jesus writes to one church in the book of Revelation, He will judge sin, He will kill Jezebel and all those who sinned with her in idolatry and uncleanness, and all the churches will become aware that He's the God who's searching the heart. Потому что если вы посмотрите на вот эту ситуацию, с одной из церквей в книге Откровения, там Иисус обещает, что Он повергнет на ложе страданий, и Изавель, Он будет судить ее, и всех, с кем она блудодействовала, для того, чтобы все вокруг могли снова убедиться в том, что Он и есть тот, кто испытывает человеческие сердца. This whole concept of a pure bride is a cornerstone of my ministry. Тема чистой невесты является тоже одним из краеугольных камней в моем служении. Before Jesus returns, we will have a pure bride, Потому что перед тем, как Иисус вернется на землю, будет эта чистая невеста, which involves no more such scandals. которой подобным скандалам больше не будет места. And a powerful, pure church that is able to proclaim the gospel of the kingdom on the whole planet. И это будет мощная, чистая невеста, которая сможет провозгласить Евангелие на всей этой земле в силе. So I'm convinced that this message and the lifestyle of the fear of God, this is a centerpiece of what God is doing right now and will do in future. Поэтому я знаю, что и сама тема страха Господня, и его практическое воплощение в жизни верующих, это и сейчас, и еще на долгие годы вперед будет оставаться центральным посланием Бога. And He will expose all those preachers who want to tell us fear of God is Old Testament, this is legalistic. И we Он don't need посрамит this. всех этих учителей, так называемых, которые пытаются внушить народу Божьему, что страх Господень – это нечто ветхозаветное, и мы в этом больше уже не нуждаемся никак. There's much nonsense taught on the internet and on many pulpits, but it will change. Столько сейчас ерунды люди несут и в церквях, и за кафедрой, но так не будет. Yes, and God is about to do something. И I'm convinced. я уверен, что Бог, Он вот-вот что-то удивительное сделает. Друзья, мы надеемся, что данное видео оно вдохновило вас больше изучать Слово Божье, познавать, кто такой наш Христос, и, в принципе, более ясно видеть ситуацию в жизни. И спасибо за просмотр. Всем пока!